Был в Осетии раньше суровый адат, все имело значение, и слово, и взгляд. Если сын улыбнулся тебе невзначай, ты ответной улыбкой его не встречай, не зови, не ласкай. Станет большим твой грех, если сына рукою погладишь при всех. Да отцовская нежность была не в чести, должен в строгости гор твой наследник расти. Я когда-то в ауле заоблачном был, и поведал старик недалекую быль. Уж трещали в железной печурке дрова, не спеша выплавлялись, рождались слова. В прошлый век унесет тебя этот рассказ, как и в каждом ауле был в Нариных хаш. Там почтенные, мудрые люди села вечерами свои обсуждали дела. Над аулом высоко парили орлы, чуть поодаль ребенок играл у скалы. И увлекся малыш, и к обрыву подполз, там гранитной стеной обрывался утес. Вдруг двухлетнего сына увидел отец, в голове пронеслось: неужели конец? Но не мог подхватить он мальчишку рукой. Был в Осетии старый обычай такой. Он тогда к малышу, чуть дыша, подошел и ногой наступил на рубашке подол. Он стоял неподвижно, стоял как скала, не минута, а вечность как будто прошла. Вдруг откуда-то юноша ловкий возник, и мальчишку из бездны он выхватил вмиг. Эту быль мне поведал старик неспроста, был спасенным ребенком наш славный Коста. Я спросил старика, кто же мальчика спас, ведь без этого будет неполным рассказ. Уж темнело в окне, догорала свеча, еле слышно старик прошептал: это я. Как ударила в сердце горячая кровь, мой родной Иристон, мой очаг и любовь. Ты поставь гордый памятник горцам простым, кто поэта нам спас над обрывом